В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Приветствуем радиослушателей, настроившихся на самую крымскую волну. В эфире радио Крым Реалии. Напомню, что мы вещаем круглосуточно, поэтому слушайте нас, настраивайте свои приемники на частоту 105,9 FM. Как всегда, в нашем эфире самые последние новости и обсуждения актуальных событий, в обсуждении которых можете принять участие и вы. Набирайте номер телефона 8 810 06 926 044 490 31 18. Тема дня. Сегодня будем говорить о строительстве, которое ведется на месте кладбища в Бахчисарае. Для чего российские компании ведут эти строительные работы на территории старого мусульманского кладбища? Есть ли параллели между действиями фашистских оккупантов в 1944 году в Крыму с тем, что Россия делает в аннексированном Крыму сейчас? И для чего российские власти уничтожают культурные памятники полуострова? Все эти темы обсудим в ближайшие полчаса. Присоединяйтесь к нашему разговору и вы. Крым в центре внимания. В социальных сетях появилась информация, что в Бахчисарае прокладывают газовые коммуникации через старинные захоронения на Бахчисарайском кладбище. Да, прямо сейчас прокладывается газопровод по старому мусульманскому кладбищу в Солочаке, отбойные молотки, копание ям, все прилагается. Мне кажется, что это уничтожение кладбища является геноцидом, пишут люди в социальных сетях. Подробнее о том, что происходит и кто начал строительство, узнаем у крымско-татарского активиста Эдема Дудакова. Здравствуйте, Эдем. Здравствуйте. Что известно о строительстве на территории кладбища, где оно территориально находится, и вот кто начал эти работы? Начала фирма, она из России. Начались работы по прокладке газа в старую часть города. Вообще сама проплатка газовых труб в таких исторических местах, обычно не делается. Обычно используется электричество, людям дают льготы, потому что эти трубы, они портят вид старого города. Они просто уничтожают его, эту историческую аутентичность. Но, тем не менее, они начали нести 7-го микрорайона, опустили в Солочек, это уже трубы опустились, там есть такое ущелье, Эшек-Сухма называется. Вот они в этом ущелье уже опустили трубы и дошли до кладбища в Солочаке. Вот где-то в районе еще, не совсем близко подошли. Но там возникли проблемы. Проблема возникла в том, что в 7-м микрорайоне они прошли по захоронениям где-то ориентировочно 4-5 века. Я там, будучи главой фирмы, очень много прокладывал труб в 7-м микрорайоне. И там были захоронения 5-4 века. Тогда мы вызывали археологов, и археологи это все обследовали. Мы копали в присутствии археологов. Так вот, верхняя часть вот этого проекта, она была согласована, сам проект с археологами. А на самом деле при производстве работ, при производстве земляных работ археологи не были приглашены. Фирма вообще не понимает вот этих вот исторических мест и копала и снесла вот эти все, несколько там, по-моему, мотив попало под это дело. Я знаю, что сейчас этим делом начала заниматься прокуратура после того, как общественность в это вмешалась. Что касается самого трубопровода в Солочаке, то он должен пройти мимо, как я уже сказал, кладбища Солочак. Там же находится мечеть. Это место, где раньше была мечеть, через эту мечеть. Дальше она идет по всей этой улицы до поворота на Успенский монастырь.
Вот до этого времени всю улицу Басенко проходит. И дальше, там наверху, опять же, вот у этого пятачка, где поворот на Успенский монастырь, есть опять старое кладбище. Чуть дальше, это уже в районе ресторана, бывшего ресторана, который недавно закрыли, Ашлама-Сарай. Там находится древнее кладбище Баба-Курт. То есть есть вероятность того, что затронут при этом прокладке газопровода, затронут еще два, как минимум, да, старых? Археологи эту часть археологи вообще не исследовали. Вот ведь в чем дело, понимаете? Там это кладбище очень известное кладбище. Там же находилась и мечеть Баба-Курт. Это кладбище где-то ориентировочно 15, 16, 17 века захоронения там. Наверху находится Азиз, Егид Амед Эрен называется этот Азиз. Очень тоже известный Азиз. Ну, в общем, самое основное то, что археологи всю эту трассу не исследовали. Работы сейчас как будто бы приостановлены, потому что там они бросили вот эти трубы, где они копали стойки, устанавливали. Это все остановилось сейчас. Хотя на определенной части уже залили бетон и установили эти стойки. Так что вот ситуация такая. А работа приостановлена как давно? Вот на днях? На днях приостановились, но пока вот эту всю неделю они не работали, последнюю неделю, вот с понедельника уже не работали. А что известно, есть разрешительные документы на эти работы? Если проводится, Нет, прокладывается... По старому городу археологи даже не изучали проект, это мы точно знаем, потому что были соответственные люди, которые встречались с археологами, они говорят, эта часть города не была согласована. Только на 7-м микрорайоне было согласовано, и то они там, вот как я сказал, не пригласили археологов и прошли по вот этим захоронениям. Обращались, возможно, вы, либо другие активисты с заявлением в правоохранительные органы? Ну, заявление эта община отправила старого города, она отправила заявление в прокуратуру и направили информацию. Есть там бывший работник Ханского дворца, который в этой общине, Шукри Ситумеров. Я недавно встречался с ним. Он ушел в 2015 году с Ханского дворца в связи с вот этими вот проектами реставрации. Его Мартынюк уволил за его позицию. Но, в принципе, вот основную информацию мы по вот этим захоронениям мы черпаем от него, потому что он возглавлял отдел по охране памятников в Ханском дворце. Как вы считаете, если после проверки прокуратуры работы продолжатся, какой ущерб будет нанесен археологическому наследию старого города? Колоссальный ущерб, конечно, будет нанесен, потому что вообще сейчас, когда старый город, таких серьезных археологических исследований всего старого города никогда не проводились. Проходили так локально, например, на Санчурном медресе это было, проходили в районе Дома-музея Гаспринского. Кстати, мимо Дома-музея Гаспринского будут проходить эти трубы, а напротив Дома-музея Гаспринского находится тоже захоронение, там тоже находится кладбище известное. Так что колоссально, конечно, будет ущерб, но мы все-таки надеемся, что работы будут приостановлены, и археологи в это дело включатся и будут делать. Но еще другое, я еще раз повторяю, сам ущерб того, эстетический ущерб, который вот визуальный ущерб старому городу от этих труб, которые по многих местах будут проходить прям по верху, не только в земле, а еще по верху, это, конечно, тоже очень серьезную озабоченность вызывает, потому что в таких городах, например, я был в городах таких вот, как Суздаль, в свое время еще в молодости. Вы знаете, там же нет вот этих вот труб, мимо вот этих храмов, чтобы проходили эти трубы. А эти трубы будут проходить вокруг всего
вплоть до ханского дворца. Представляете, какой внешний вид это будет? В таких городах, маленьких городах, которые являются вот такими очень, очень древними, которым бы даже ЮНЕСКО предлагала, один из проектов ЮНЕСКО было сохранить здесь старый город вот в таком виде, в какой он есть, и провести реставрацию наподобие той реставрации, которая была, например, в Турции, в том же Стамбуле же не проводят такие же трубопроводы, чтобы они так настолько открыты. Я имею в виду старую часть Стамбула. То же самое в Анкаре. Я был в крепости Анкара, и там тоже этого нету, потому что в таких местах обычно дают льготы по электричеству, по оплате по электричеству, и люди отапливаются электричеством. Здесь, я не знаю, будет нарушена вот такая вот древность этого города, старой части города. И, конечно, это было бы вообще нежелательно прокладывать эти трубы, потому что на вот этом самом ущелье, Эшек-Сохма, очень красивое ущелье, оно просто изуродовано уже вот этими трубами. Я отправлял на АТР материалы, видеосъемку, если они решат это показать, то покажут, конечно. Спасибо большое. Крымско-татарский активист Эдем Дудаков был на связи с нашей студией. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии. Говорим сегодня о строительстве на месте мусульманского кладбища в Бахчисарае, в районе Салачик. А с нами на связи крымский историк Гульнара Абдуллаева. Здравствуйте, Гульнара. Здравствуйте. Вот мы с Эдемом обсудили, затронули ущерб, который может быть нанесен этим строительством. Он упомянул, кроме кладбища в Салачике, захоронения еще два, как минимум, старых, которые могут пострадать из-за прокладки этих труб. А вот как вы оцениваете, насколько необходима вот прокладка этих труб и какой, на ваш взгляд, ущерб может быть нанесен в результате этих работ? Чем ценны эти захоронения, чем они важны? Ну, это такой малый остаток, то, что осталось от периода еще Крымского ханства, от 19 века, потому что, естественно, это, как Эдем Ага сказал, это будет, во-первых, не эстетично, это будет не лицо города, потому что Бахчисарай — это действительно уникальное место, и его вместо того, чтобы извращать этими трубами, его нужно улучшать и действительно превращать в такой заповедник, в город-музей. Но на самом деле оккупанты, они уже не раз проводили такие мероприятия, где не только прокладывали газовые трубы, они просто уничтожали эти могильники. И это было вот Салачик, это раньше был Каркьер, и там действительно было очень большое уникальное кладбище, которое уже уничтожили. Там мы знаем также в Карказизлер огромный могильник, который был исследован этнографом Усином Баданинским. И вот точно так же в свое время уничтожили. Сегодня мы даже не видим никакого напоминания, камня на камень не оставили. Эски-Юрт, один из бахчисарайских районов, сегодня квартал жилой. Мы знаем, там тоже был большой-большой могильник, большое кладбище ханского периода. От него сегодня только осталось несколько дюрбе. К сожалению, отвоевали на месте некоторых этих дюрбе был рынок в свое время. Его отвоевали, но ничего не сделали, какой-то там музей, например, не облагородили. Вот. А также, на самом деле, там действительно было большое кладбище, и близлежащие дома переселенцев после 1944 года, они буквально были построены на камнях с этого могильника. Крымский историк Гульнара Абдуллаева на связи с нашей студией. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Примем звонок от слушателя или слушательницы. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? И есть возможность у вас высказаться в эфире. Доброе утро. Я сам крымский татарин. Вот. Это не вызывает никакого удивления. Вот такое у них отношение к чужой культуре, к чужим ценностям. Это не христианские святыни, по их понятиям. Это так называемые захоронения иноверцев, кои не стоят ихнего внимания, уважения, почтения. Я хотел, так, знаете, привести такой пример, когда крымские татары возвращались массово из местов депортации. Мы были свидетелями такого явления, когда из надгробных камней данное население, высокодуховное, скрепное, стелили так называемые дорожки делали. Это вызвало, знаете, такой, шок. Как можно было взять, например, такие вещи и использовать в быту?
совершенно не предполагая, что это кто-то был похоронен под этими камнями. Вот. И это не вызывает удивления. Даже вот, я помню, еще был покойный дедушка живой, когда он показывал, что вот тут, говорит, должен был быть колодец. На этом месте поставили туалет. Вот такое у них было отношение к окружающим, вот такое у них было отношение ко всему. Спасибо. Спасибо большое. Напомню, что можете звонить нам в студию по телефонам 8 800 10 06 926 044 490 31 18. Крымский историк Гульнара Абдуллаева на связи с нашей студией. Вот слушатель провел аналогию с депортацией, с переименованием топонимики после 1944 года, с уничтожением культурных ценностей национальных кладбищ, которые, как знают крымчане, шли на постройку дорог. И вот в Симферополе была баня сооружена из надгробий крымско-татарских, например. У Гульнара Абдуллаевой спросим, насколько сильны эти аналогии, действительно ли это так вот повторяется история сейчас в современном Крыму? К сожалению, да. К сожалению, это повторяется, и повторяется с еще большим, наверное, азартом, потому что им нужно было уничтожить сейчас то, что они не смогли уничтожить уже после 1944 года. У меня вот такие ощущения, потому что то, что творится сегодня в Крыму, это вызывает в некотором культурный такой шок, наверное, ни в одной европейской столице, ни в одном культурном государстве такого бы не делали по отношению к культуре народа, который когда-то проживает на этой территории. Поэтому, конечно же, это действительно так. И дороги стелили из камней, как сказал слушатель, который вам звонил в студию, и также на фундамент закладывали камни от надгробий. То есть абсолютно никакого не было ни уважения, ни к культуре, ни, естественно, когда процветал атеизм, ни к религии, никакой не было, тем более это была чужая. И поэтому, к сожалению, это было не только в Бахчисарае, это было повсеместно, по всему Крыму. И удивляться действительно не приходится. Единственное, что вот я не знаю, что может повлиять на оккупантов сегодня в Крыму, потому что этот процесс, к сожалению, пока не остановить, пока не будет деоккупация, пока мы снова не будем восстанавливать то, что мы попытались восстановить вот за 20-летний и 25-летний период после того, как крымские татары возвращались уже в Крым. Но, то есть, это будет продолжаться, к сожалению. И они уже посягнули на Ханский дворец, они будут посягать на остальные другие ценности. Ханский дворец для них вообще как красная тряпка для быка, потому что это символ государственности, который когда-то был у крымских татар. Поэтому это будет продолжаться, к сожалению. То, что они прокладывают трубы через кладбище, для них это абсолютно ничего не значит. Для них нет ни понятия эстетики, ни понятия культуры, абсолютно ничего. То есть они не то чтобы вкладывают, как многие сегодня пытаются говорить с оккупированного Крыма. Нет, абсолютно, они просто все разрушают. Систематически разрушают, и это, к сожалению, будет проходить и для некоторое время. А для чего, вот, на ваш взгляд, уничтожать эти культурные памятники полуострова? Казалось бы, это туристический объект, который можно подать, как это делается во всем мире, да, и сделать туристической изюминкой Крыма, тем более в одном Бахчисарае исторических памятников не одна сотня. Культурные объекты для них будут Воронцовский дворец или там другие, Массандровские, Ливадийские, это будут культурные объекты. А такие объекты, как Бахчисарайский дворец и все, что связано с культурой крымских татар, они будут уничтожать систематически, потому что им не нужно, как сказать, что не нужно напоминание никакое о крымских татарах, что здесь жили крымские татары, есть коренной народ крымские татары, и поэтому они это будут уничтожать целенаправленно. Повлиять на это как-то возможно, на ваш взгляд? Вот Эдем Дудаков сказал, что написали обращение в прокуратуру по поводу застройки кладбища в Солочаке, и вот пока работы якобы приостановлены, вернее, не якобы, они приостановлены, но как будет развиваться ситуация дальше, непонятно. Вот влиять как-то возможно на ситуацию, на ваш взгляд? Ну, конечно, надо. Все, что возможно, нужно использовать. И Эдем Дудаков, он большая умничка в этом плане, что он не сидит сложа руки, не смотрит, не просто возмущается, он что-то делает. Нужно использовать все рычаги, естественно, обращаться и к международным организациям. Это обязательно нужно делать. Другое дело, принесет ли это определенные результаты, тоже большой вопрос. Но, тем не менее, как бы
все возможное нужно использовать, поднимать шум, доводить до общественности, чтобы как-то влиять на определенные такие вот моменты. Но, естественно, мы не смогли тогда повлиять на то, чтобы Ханский дворец оставили в покое. Перекрыли черепицу, перекрыли. Вот, то есть, Я хотела, да, как раз упомянуть об этом, вот потому что те работы, которые называются противоаварийными на Ханском дворце, подходят сейчас к концу, да, возводят эти металлические опоры для навеса. Уже сказали археологи, работающие на объекте, что могут серьезно повредить эти конструкции, опоры вообще всему. А почему, кстати? создается ощущение, что это делается все умышленно. Они умышленно будут создавать конструкцию, чтобы она в один прекрасный момент рухнула. И, естественно, под ней были погребены все остатки вот того самого красивого золотого кабинета, которым и так уже он в таком плачевном состоянии был. То есть они все это делают целенаправленно. Вот, Крымский историк Гульнара Абдулаева на связи с нашей студией. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Есть еще один слушатель или слушательница. Здравствуйте. Как зовут вас, откуда вы? И есть возможность у вас задать вопрос или высказать свое мнение. Здравствуйте. Слышите нас? Вы в эфире. Да. Я вот слушаю эту женщину. Интересно, она в Крыму живет или в Украине? Вы не скажете мне? Гульнара Абдулаева, известный крымский историк. Сейчас... Гульнара, хотите ответить? Да, я родилась, прожила всю жизнь в Крыму. Да, после 2014 года я вынуждена была уехать в Киев. Вот и зря вы уехали. Значит, если бы вы жили в Крыму, вы бы видели, сейчас знали, что сейчас идет реконструкция Ханского дворца. Он прогнил весь за столетия. Значит, и сейчас эта самая новая власть ведет его реконструкцию. А вы, значит, откуда-то там из-за рубежа, вот, пытаетесь, значит, нас называть оккупантами. Извините, вы 250 лет жили в России, вот, и совсем чуть-чуть в Украине. И почему-то, значит, двумя руками за Украину. Вы очень ошибаетесь. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Такие, да, есть определенные, конечно, мнения слушателей. Но надо сказать, что я до определенного времени ездила в Крым, и я прекрасно все это видела и знаю. И знаю, что представляет из себя сегодняшняя реконструкция дворца, и кто такие сегодняшние власти, в кавычках. Они действительно оккупанты. И, конечно, сегодня все, очень модная профессия историк, и, конечно же, все прекрасно знают историю крымских татар, что мы вообще все пришлые откуда-то. Неудивительно, конечно, когда звонят и говорят такие вещи. Может быть, для этих слушателей стоит повторить, почему проводимая ныне реконструкция, на ваш взгляд, является ошибочной и может повредить этому известнейшему памятнику архитектурному? Ну, таким слушателям не доведешь, для чего нельзя сегодня проводить. И, естественно, конечно же, можно повторить о том, что вот, например, Эдем Дудаков проводил аналогию с стамбульским, да, там, с стамбульскими историческими объектами. Мы прекрасно знаем Венеция, да, когда действительно разрушается какой-то дворец, где-то какая-то трещинка, они из аналогичных материалов проводят реконструкцию. Так вот, с Бахчисарайским дворцом можно было сделать то же самое. Действительно, он всегда нуждался в реконструкции, всегда в поддержке, были косметические работы проведены, но тем не менее это не соответствовало технологии, которая требовалась. И поэтому, если бы к этому объекту подошли несколько с иной стороны и не разрушали, и не приводили бы новые материалы, то есть объект не потерял бы культурной ценности. Сегодня этот объект, который уже был готов, документы готовились к тому, чтобы он вошел в наследие ЮНЕСКО, он теряет эту возможность. И он не будет под охраной ЮНЕСКО в будущем. Может быть, конечно, это большой вопрос. Мы надеемся, что все-таки они приостановят свои работы. И если бы они не перекрывали крышу на мечети, она бы еще простояла лет 200, и ничего бы с ней не случилось. То есть не требовалось
требовалось такого капитального ремонта. Буквально Спасибо там в одном большое. только месте. К сожалению, время подошло к концу. Крымский историк Гульнара Абдулаева была на связи с нашей студией. 8 800 10 06 926 044 490 31 18. Звоните в нашу студию, задавайте вопросы экспертам, высказывайте свое мнение. Это радио Крым Реалии. Новости в эфире «Радио Крым Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Аксенов отреагировал на предложение Путина по пенсионной реформе. Надежду Савченко оставили за решеткой до сентября. В Крыму могут сократить школьные линейки из-за аномальной жары. Сейчас подробнее. Российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что власти полуострова намерены сохранить региональные льготы для пенсионеров. Об этом он сообщил накануне, комментируя телеобращение российского президента Владимира Путина, в котором тот предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, как предлагало ранее правительство. По его мнению, Путин поставил точку в дискуссии на тему пенсионной реформы. Власти Севастополя пока не комментировали выступление президента России. Надежда Савченко останется в СИЗО до 7 сентября этого года. Шевченковский райсуд Киева отказался отпустить депутата под домашний арест или отдать на поруки, как того требовали адвокаты, передал Пятый канал. Приймаючи викладене застосування та продовження підозрюваного Савченка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є таким, що відповідає Конституції і іншим законам України та з підстав, зазначених у даному запереченні, не може бути змінений. Взять на поруки Савченко, который обвиняется в подготовке теракта против первых лиц украинского государства, готовы 18 человек. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил объявить о выходе своей страны из многостороннего международного соглашения об иранской ядерной программе, в случае, если эти договоренности перестанут отвечать интересам Тегерана. Заявление опубликовано накануне на его сайте. Хаменеи, в частности, считает, что ядерная сделка – это средство, не цель. Духовный лидер призвал иранских политиков перестать надеяться, что Европа поможет спасти эту сделку. В мае этого года Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против этой страны. Подконтрольное Кремлю Министерство образования, науки и молодежи Крыма призвало директоров крымских школ не допустить несчастных случаев, связанных с аномально жаркой погодой. Речь идет о том, чтобы сократить школьные линейки. Как сообщил Крыминформу пресс-секретарь ведомства Антон Горьковец, рекомендациями руководство учебных заведений может воспользоваться по своему усмотрению. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 32 выше 0, временами будет облачно. В районе Чонгара и Новоалексеевки ждается плюс 28, там также сухо. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона сегодня работает Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Заходите на наш сайт Крым Реалии. Там вы всегда найдете свежие новости и актуальные материалы. Пишите нам в Твиттер и предлагайте свои темы программ. Ну и, конечно, звоните в нашу студию 044 490 31 18. Этот номер для жителей материковой части Украины. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей Крыма. Тема дня.
В России после крымского скандала с газовыми турбинами Siemens обещают создать российские аналоги. Вице-премьер России Дмитрий Козак выразил надежду, что подготовка российской турбины для электростанции состоится в течение ближайших 3-4 лет. Об этом он рассказал в интервью изданию РБК. Смогут ли россияне создать турбину, которая будет соответствовать качеству, которое есть у Siemens и других ведущих мировых компаний? Сможет ли российское правительство поддерживать подсанкционное предприятие? Останутся ли проблемы с турбинами Siemens в Крыму актуальными? Ну и когда будет перестроена энергосистема Крыма? На все эти темы поговорим в ближайшие 25 минут. Если вам есть что сказать на эту тему, либо задать вопрос нашим экспертам, звоните. Крым в центре внимания. Итак, вице-премьер России Дмитрий Козак выразил надежду, что подготовка российской турбины для электростанции состоится в течение ближайших 3-4 лет. Об этом он сообщил изданию РБК. Надеюсь, что в обозримом будущем, в ближайшие 3-4 года, мы сможем сделать все-таки отечественную турбину, которая будет соответствовать тому качеству, которое выпускает Siemens и другие ведущие мировые компании, сказал вице-премьер. И он напомнил, что ситуация вокруг турбин ранее стала поводом для поисков путей импортозамещения. Разработка дорожной карты движения в этом направлении уже в завершающей стадии. Мы будем это делать прежде всего для того, чтобы обеспечить технологическую безопасность нашей страны. Если будет тотальный запрет на поставку турбин в нашу страну, в случае Siemens, речь шла как раз об этом, мы столкнемся с огромными проблемами, заметил вице-премьер. По его словам, правительство исходит из того, что дорожную карту будут реализовывать предприятия «Силовые машины», и проект этой карты предусматривает решение 2 задач: поддержку подсанкционного предприятия и обеспечение технологической безопасности страны. А мы напомним, что в госкорпорацию Ростех Технопромэкспорт строит в Симферополе и Севастополе 2 газовые ТЭС мощностью по 470 мегаватт на каждая. На крымских ТЭС планировалось поставить турбины, которые были сделаны по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций Евросоюза. Позднее Ростех заявил, что нашел другого поставщика турбин, и энергооборудование будет поставлено на полуостров вторичного рынка. Ну и, как мы уже сообщали ранее, немецкий концерн Siemens и его совместно с силовыми машинами предприятия, именно они вместе работают, Siemens технологии газовых турбин, подали в Верховный суд России кассационную жалобу на решение нижестоящих судов, отказавших концерну в иске к структурам Ростеха, ОАО Техноэкспорт о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин, а также о возврате этого оборудования. Ну и, как знают наши слушатели и читатели сайта Крым Реалии, немецкий концерн должен был построить 4 газовые турбины, но из-за санкций Евросоюз из-за этого инцидента расширил санкции, и поэтому Siemens и его дочерние компании сейчас не поставляют эти турбины в Крым. Эти вопросы мы как раз обсудим с нашими экспертами. И я еще раз напомню наши телефоны студии: 8 810 06 926, 044 490 31 18. Вы можете звонить в нашу студию и задавать вопросы нашим экспертам. Ну, а Deutsche Welle пишет в это же время, что опытный образец был создан турбин, однако в апреле стало известно, что еще в декабре 2017 года он при испытаниях сломался. Теперь к проекту Ростеха, Роснано и Интеррау намерена присоединиться петербургская компания «Силовые машины», как мы вам уже говорили. Ее владелец Алексей Мордашов, ссылаясь на историю Siemens, подчеркивает, что России необходима своя технология газовых турбин, но в то же время он просит финансовой поддержки у государства. А газовая турбина большой мощности, также вам напомним, это одна из сложнейших существующих на сегодняшний день машин. И он говорит, что
как представитель объединения всего немецкого машиностроения, могу вам сказать, что это очень и очень сложно построить такую машину, сказал в беседе с Deutsche Welle Матиас Целлингер, пресс-секретарь объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования во Франкфурте на Майне. Это интервью было записано. А профессор Вирзум образно назвал такие турбины Формулы-1 в энергетическом машиностроении. Современные мощные газовые турбины для больших электростанций принципиально отличаются от менее мощных, применяемых, к примеру, в авиации, на флоте и военной техники. Конструкция таких турбин и используемые в них материалы подвергаются чрезвычайно высокой нагрузке, на грани допустимого, говорят эксперты, и вот температура в этих турбинах поднимается до 1400 градусов, тем самым значительно превышается температура плавления металлов. Поэтому, к примеру, нужны особые монокристаллические жаропрочные сплавы и высокоэффективная система охлаждения, ведь иначе турбина, даже если она заработает, будет быстрее изнашиваться и чаще нуждаться в ремонте. Именно поэтому у специалистов есть вопросы, сможет ли Россия создать турбины не хуже, чем вот у концерна мирового. Эти вопросы зададим бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадиму Улиде. Здравствуйте, Вадим. Да, добрый день. Как вы считаете, есть ли у России возможность создать такие турбины? Вот долго мы рассказывали, в чем их уникальность. Ну, вот турбины средней мощности – это достаточно высокотехнологичное оборудование, и чтобы создать такие турбины, это нужно достаточно много ресурсов вложить и времени. Дело в том, что сейчас в России производство турбин, насколько я знаю, ограничено. Там, турбины малой мощности только до 25 мегаватт. Вот. И, по сути, разработка вот таких больших турбин – это сложный технологический процесс, который требует значительных усилий. Вот дорожную карту якобы разрабатывают, на 3-4 года рассчитывают. Вот вы думаете, за 3-4 года возможно создать такую Формулу-1 да, энергообеспечения? Вот получится ли у россиян? И что для этого нужно? Большие ли финансовые и только ли финансами ограничится это строительство? Ну, это достаточно дорогое оборудование, и создание его производства оправдано, если есть рынок сбыта под эти турбины. То есть это может быть либо экспорт, либо внутренний рынок. Если говорить о внутреннем рынке, то потребность России на ближайшие лет 10-15 вряд ли может покрыть, создать необходимый рынок сбыта для того, чтобы эта разработка была конкурентоспособной. Но учитывая ту ситуацию, которая сейчас, то есть решить эту проблему может создание какой-то государственной программы по модернизации ТЭС, которая создаст рынок для сбыта этих турбин, а также государственная поддержка разработки. То есть если такая программа будет, и будет такая государственная поддержка, то с учетом того, опять-таки, что в России есть производство это совместное с Siemens, и если технологии этого совместного завода, они каким-то образом окажутся у российских конструкторов, то, в принципе, лет за 5, я думаю, что они могут создать такое. Но, опять-таки, при значительной государственной поддержке, если это будет именно приоритет. Но об уровне финансовой поддержки говорить возможно или нет? Сколько это средств? Как много? Ну, сейчас сложно сказать. То есть, по сути, это будет создание с нуля. То есть, это большие затраты на научно-исследовательские работы, потом на создание производства. То есть, с нуля это создать сложно. Я думаю, что знаете, что у нас есть примеры от Китая, который тоже создавал сначала у себя в стране совместное производство с ведущими иностранными компаниями, потом эти технологии каким-то образом масштабировались и создавались китайские технологии на основе вот таких западных. Да? То есть, учитывая, что у России есть совместное предприятие с Siemens, и вот эти турбины, которые в Крым поставлены, они, по сути, были сделаны в России, на территории Санкт-Петербурга, вот на этом совместном предприятии, то получить доступ к этим технологиям, если не брать во внимание юридический аспект, да, то физически получить доступ к этим технологиям, я думаю, россияне смогут.
А сможет ли вот правительство поддерживать, да, сразу несколько задач? Это ведь еще и поддержка подсанкционного предприятия, которое, по сути-то, работает на территории Да, там два предприятия, которые могут делать турбины, это силовые машины, там и еще Объединенная двигательная корпорация, по-моему. Вот. То есть, но это большие ресурсы. Понимаете, здесь речь, создание вот таких турбин на территории России нельзя рассматривать как экономический проект, о том, чтобы он был конкурентоспособный, окупаемый. Скорее всего, это как проект политический, да, так же, как и энергоснабжение Крыма, тоже количество денег, которое влито в строительство энергомоста, в строительство 2 этих ТЭС, эти мобильные генераторные установки. Это не экономический проект, это политический проект. И здесь нельзя говорить о окупаемости этого проекта. То есть он будет неокупаемый, но при вливании достаточных ресурсов, если это будет государственная программа, то там лет 5-6, я думаю, что они смогут что-то. Ну, на постсоветском пространстве пока такие турбины самостоятельно никто не делает. Нет, эта технология, в принципе, там и не было особой технологии такой. И сейчас, то есть речь там идет о каких-то авиационных двигателях, возможно, там и газотурбинных установках малой мощности, там до 25 мегаватт. А создание таких сложных турбин требует значительной технологии, которых сейчас в России нет. И привлечение людей, да, из других компаний Siemens, вот сейчас пишут активно СМИ, что предлагают работу в корпорации, которые вот упомянуты вами в Петербурге, и сотрудников Siemens поможет развить это предприятие, на ваш взгляд? Ну, конечно, технологии это люди, в первую очередь, которые имеют опыт работы, которые знают, как это делать. И большой плюс в этом может послужить то, что такое предприятие совместно уже создано на территории России, оно есть уже. Вот. Вопрос здесь юридических аспектов, насколько можно юридически эти технологии использовать. То есть, учитывая историю с иском Siemens, тем, что он судится в России, правда, безуспешно, то вряд ли немецкая компания даст разрешение на использование этих технологий для создания турбин. То есть они могут быть либо скопированы, либо украдены. Но вряд ли это будет официальное разрешение на использование этих технологий. А вот вы упомянули о суде, который происходит в Siemens, да, и я вот напомню, что Россия заявляет, что турбины считаются приобретенными на вторичном рынке, потому что их продала одна из компаний другой, да, из компаний, которые вот являются дочерними от Siemens. И вот сейчас, как мы говорили, уже в Верховном суде есть эта кассационная жалоба. Вы считаете, вот можно делать предположение, если эта жалоба будет все-таки одобрена, да, и рассмотрена, останутся ли в Крыму эти турбины? Ну, я не верю в то, что жалоба, которая смотрится в российском суде, будет принято решение против России и будет принято какое-то решение, которое позволит эти турбины вернуть. Я думаю, что турбины там останутся, потому что, я же говорю, это не экономический проект, это политический проект. И учитывая централизацию власти в России, то все решения будут приняты в соответствии с их интересами. Санкции никак не влияют совершенно на это? Ну, санкции влияют в плане того, что эти компании под санкциями и официально, как бы там, ну, эти турбины не были поставлены, они были завезены в Россию для строительства генерации в Ростовской области. И то есть то, что они оказались в Крыму, это, я думаю, заранее спланированная такая акция со стороны России, чтобы поставить эту турбину. То есть, конечно, санкции влияют и усложняют жизнь, но, как мы видим, что Россия как бы эти санкции игнорирует и пытается обходить. Ну, то есть турбины Siemens в Крыму могут быть введены в эксплуатацию, да? Поскольку да, вот... они их делают, что-то делают с программным обеспечением, спусконаладка, тем более она уже идет. То есть я думаю, что они не вернутся. То есть они там останутся, они как-то их там инсталируют своими силами, правдами и неправдами, но запустят. Спасибо большое. Вадим Леда, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, был на связи с нашей студией. Есть у нас слушатель или слушательница. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы, и есть возможность у вас высказаться в эфире.
Здравствуйте, я вот из Крыма. У меня такой вопрос. А вот что вы пристали с этими турбинами? Вы хотите что, нас, крымчан, оставить без света, что ли? Или просто хотите нас тут, ну, вообще не знаю, как условия вообще ужасные, чтобы у нас были? Вы отрубили, ваши татары отрубили нам свет. Потом ваше правительство тоже свет закрепило. Ну, получается, вы что, хотите нас вообще, чтобы турбины у нас не заработали, их надо увезти из Крыма и без света оставить? Вот какие-то вы странные люди. Спасибо за звонок. 8 810 06 926 044 490 31 18. Наша самая главная задача вас информировать, чтобы информация к вам поступала незамутненная и полная, чтобы вы могли делать выводы самостоятельно. Напомню, что сегодня говорим о энергообеспечении Крыма, о том, сможет ли Россия создать турбины не хуже, чем у Siemens, будут ли введены в эксплуатацию турбины Siemens на территории полуострова. На эти темы говорим. Если вам есть что добавить или задать вопрос экспертам, звоните в нашу студию. А я напомню, что с нами на связи президент Центра глобалистики «Стратегия 21» Михаил Гончар. Здравствуйте, Михаил. Доброе утро. Вот мы говорили сейчас с Вадимом Мульдой о том, что, скорее всего, будут введены турбины Siemens все-таки в эксплуатацию на территории Крыма, поскольку Россия, на его взгляд, сможет санкции обойти каким-то образом. А вы как считаете? Ну, практически этот обход состоялся касательно турбин Сименса. Да, смогут ввести эксплуатацию. Другое дело, как они будут эксплуатироваться. Вот. И, так сказать, в каком режиме бесперебойности сможет функционировать все эти две электростанции. Севастополь под Симферополем. Вот. Сейчас продолжим о режиме бесперебойности, в том числе интересный этот момент. Есть у нас еще один слушатель. Важно нам слышать мнение крымчан. Здравствуйте, как вас зовут? Есть возможность задать вопрос. Доброе утро. Я крымский татарин. Я хотел бы предыдущему звонившему сказать, что наших и ваших татар не существует. Существуют крымские татары. Они не принадлежат никому. И руководствуясь духовностью, скрепами и державностью, этими способами пускай они строят свои турбины. Спасибо. Спасибо большое. 8 810 06 926 044 490 31 18. Эти номера телефонов работают во время наших прямых эфиров. Президент Центра глобалистики «Стратегия 21» Михаил Гончар на связи с нашей студией. Начали говорить мы о введении в эксплуатацию турбин, да, и вот в каком режиме они будут работать. Что на это повлияет? В перебойном режиме, потому что турбины эти Сименса, они, конечно, хорошие. Это самое лучшее, что есть в мировом турбиностроении в своем классе. Вот. Но другое дело, что Siemens не будет осуществлять надзор, сервис, все необходимые виды технического обслуживания регламентов. Вот. И поэтому все будет делаться, как всегда это делается, там, методом тяп-ляп и авось. Поэтому будут перебои, несомненно. Другое дело то, что касается, вот там прозвучало мнение, вот, что вот такая-сякая Украина кознику строит крымчанам. Проблемы крымчан идут из России. С 2014 года. Оккупация, аннексия Крыма. И вот теперь на Крыме, на крымской проблематике, в том числе и на турбинах, пытаются как бы попилить бюджет. Речь идет о попытках там разворачивания, создания собственного производства турбинного. В России есть собственное турбинное производство с достаточно длинной историей, но турбины эти, они не очень эффективны. Почему и стали искать кооперации с Сименсом в 2000-х годах, разместили производство под Петербургом. Вот. Но опять-таки, можно все сделать. Как оно будет работать? Почему я говорю о том, что это из разряда попилить бюджет, а получится... И почему неэффективно? Неэффективно, вот тоже интересно. Значит, вот на конкретном примере. Производить такого класса турбины, вот как Siemens, Россия не может и вряд ли сможет. Даже через 3-4 года, как обещает Козак? Не через 3-4 года. Сделать новую турбину
с нуля и запустить ее в серийное, подчеркиваю, серийное производство, это уйдет не 3-4 года, а добрый десяток лет. Вот смотрите, в 2013 году еще там поставлена была задача, и силовые машины взяли это дело, сделать российскую турбину мощностью 110 мегаватт. Делали, в апреле этого года провели испытания. То есть вот прошло сколько? 5 лет почти. В 2013 начали, в 2018 апреле испытания. На испытательном стенде турбина разлетелась в куски. Все. Поэтому и здесь точно так же будет очень непросто сделать новую турбину. Если ее там сделают, вот даже продолжат работу по этой турбине, то раньше года 27-го, это оценки российских специалистов, она в серийное производство не пойдет. Поэтому, когда говорят о том, что 3-4 года мы сделаем новую турбину, это снова-таки из разряда попилить бюджет. Особенно с акцентом на крымскую проблематику, что вот где такие плохие там немцы, американцы, украинцы санкциями обкладывают, вот поэтому надо что-то свое, и поэтому вот мы соорудим. Просили силовые машины 15 миллиардов рублей, по-моему, в апреле это было, на создание, так сказать, отечественной турбины такого класса, как Siemens делает. Вот сейчас там расщедрились на 3 миллиарда. Конечно, проситель силовые машины, там, Мордашов, по-моему, основной собственник, он не Ротенберг, не Тимченко, не Ковальчуки, ему столько побелить не дадут. Но все равно, с паршивой овцы, то есть с Крыма хоть шерсть и клок. Вот это получится. А что касается высококачественных турбин, то это нужен очень системный, очень серьезный, долгосрочный подход. Я уже сказал, что в России есть школа турбиностроения, есть Уральский турбинный завод, там Калужский. Они делают турбины. Но это они металлоемкие, тяжелые, сложные в эксплуатации. Низкий КПД имеют по сравнению с турбинами, там, скажем, того же Siemens или General Electric. Вот. Поэтому, конечно, они сделают что-то. Но вопрос в том, что в конечном счете, так или иначе, все придет к необходимости покупать западное оборудование. И этот урок уже был извлечен в 2000-х годах, когда я говорил, что появились производства вместе с Siemens. Другое дело, что может быть и вариант такой, что Siemens, он вообще сворачивает свое турбинное производство в России, не только в России может вернуться турбинное производство, но и в Германии сворачивает и уходит на американский рынок, как более перспективный. И суть состоит в том, что может иметь место некая такая неофициальная сделка, что, мол, Россия может, так сказать, громогласно объявить о том, что она будет делать новую турбину, отечественную, свою. Но на самом деле, где-то там кулуарно произойдет передача, может произойти, передача технологий производства такой турбины. И, собственно говоря, то, что было, как автомат Калашников, говорят, это русское чудо-оружие. А на самом деле посмотрели, а это немецкие разработки немецкого Шмайсера. Поэтому и здесь может быть вот такой сценарий, хотя я думаю, что Siemens будет бесконечно загребать жар своими руками для Кремля. Российская сторона говорит, что вот задержка с введением электростанций новых в Крыму связана не с Сименсом, как ни странно, а с перестройкой сетей, вот как вам кажется. И возможно ли, когда в Крыму эта вся энергосистема будет перестроена? Это правда, но это часть правды, это не вся правда. Конечно, что надо перестраивать сети, об этом речь и шла. Потому что, поскольку сейчас основные источники энергоснабжения, так называемый там энергомост через Керченский пролив, и плюс вот эти два новых потенциальных источника генерации в Симферополе и Севастополе, то естественно, что сети надо перестраивать, потому что на Керченском полуострове там был энерготупичок. Вот. То есть там уже там сети были предназначены для местного потребления электроэнергии, которая поступает с севера Крымского полуострова, с Украины, идет через весь Крым, попадает туда. А теперь вот этот тупичок превращается
в то горлышко, из которого должна электроэнергия поступать во всю крымскую энергосеть. А тупичок для этого не приспособлен. Точно так же и в случае с объектами генерации, то есть электростанциями новыми в Симферополе, в Севастополе, да, надо перестраивать сети, несомненно. Вот, потому что иначе погорят все подстанции там, и так далее. Но вопрос перестройки сетей, это же не просто там поменять провода на столбах. Это вопрос реконфигурации всей системы. В том числе изменения и подстанций, их мощностей там, и так далее. Но это как бы часть проблемы, самая большая часть проблемы. Но проблема есть и с турбинами Сименса точно так же. Пусконаладочные работы, они же, если делаются без авторского надзора, то есть без присутствия специалистов Сименса, то это... Существуют риски. Прошу прощения, вынуждена вас прервать, поскольку время наше подошло к концу. Президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар был на связи с нашей студией. Продолжим эту тему в следующих выпусках программы в эфире радио Крым Реалии.